Представьте себе жизнь, в которой каждое движение – боль. Такова реальность Асланы Джинджолия, которая борется с злостным диагнозом несовершенный остеогенез. Аслана буквально выросла на глазах жителей нашей страны. В течение долгих лет девочки проводили хирургические операции по установке телескопических, растущих вместе с костью стержней. Такие операции позволяли исправлять деформации, снижать тяжесть переломов, что в результате приводило к увеличению двигательной активности и самостоятельности Асланы. В 2017 году девочки прооперировали оба бедра, что позволило ей самостоятельно ходить. Но, к сожалению, с возрастом деформация бедер стала прогрессировать. Эти стержни, они имеют свой ресурс определенный. И на данном этапе очередном, можно сказать, ребенок уже перерос эти стержни. Поэтому необходимо оперативное лечение очередное. Удалить старые стержни и установить новые, уже с другим размером, чтобы ребенок мог расти, развиваться с новыми аппаратами, можно так сказать. Сложная эта операция? Операция, конечно, сложная. Надо будет удалить, во-первых, старые стержни, установить новые. Но доктора, куда мы отправляем ребенка, занимаются данной проблемой давно, поэтому, я думаю, справятся с этим. Аслане необходима последовательная замена конструкций на новые, большего размера. Девочку уже ждут в Москве, в хирургическом центре, где ей проведут операции на оба бедра. Сумма операции 3 миллиона 720 тысяч рублей, неподъемная для семьи Джинджолия. Каждый вклад, каждая переведенная сумма приблизит Аслану к выздоровлению. Она у меня в школу ходит долгое время, когда она играется, допустим, с подружками, с друзьями, она общается, она очень активная. То есть не сидится на месте ей. И начинает она жаловаться, что у нее усталость, допустим, там боль в ногах. И она уже большее время старается отдыхать. И помимо уроков, там она еще много чего. Честно говоря, она не сидит в одном месте. На протяжении 13 лет фонд Ашана ведет Аслану. Если не фонд Ашана, даже неизвестно, что было бы с Асланой. Фонд Ашана призывает всех неравнодушных граждан проявить сострадание и поддержать Аслану. Помочь можно привычным образом, отправив СМС со словом «добро» или перевести средства по реквизитам фонда. Ульяна Рожкова, Камила Джопова, Абхазское телевидение.